Специалисты посчитали, что проект завода буровых реагентов даст отличный шанс, чтобы вдохнуть жизнь в это угасающее предприятие. Тем более, что введенные западными странами санкции остро поставили вопрос срочной организации производства импортных аналогов сырья на местах для отечественной нефтегазовой отрасли. К тому же в технологиях сушки и производства у молочки и у буровых реагентов много общего. Продукция завода не представляет экологической опасности для города, о чем говорит заключение специалистов-экологов санитарных служб, утвержденное органами Роспотребнадзора. Сырье ниже 3-го класса опасности не завозится. Для сравнения, данное производство на порядок безопаснее молочно-консервного комбината, который использовал в своей работе азотную кислоту и аммиак. Что касается самой продукции, буровые реагенты востребованы в нефтегазовой отрасли не только России, но и зарубежья. К тому же высок спрос нефтяных компаний на реагенты не только для бурения, но и для восстановления многочисленных истощенных скважин, которые после существенного снижения дебита нефти и сильного обводнения надо реанимировать, продлить им жизнь и увеличить нефтеотдачу пластов. Проведена очень большая работа на рынке. Мы начали разместить информацию о себе, о тех продуктах, которые мы намерены делать. Мы заключили договора с научными организациями, Уфимским научно-техническим центром, с ведущими учеными из Белоруссии. Есть также, работают для нас и ученые из Норвегии, которые в ближайшее время будут на заводе и будут рассматривать возможность производства высокотехнологического продукта. Здесь также рассматриваются вопросы по производству очень ценных реагентов. Сегодня на предприятии трудится порядка 110 человек. При благоприятном развитии событий планируется довести численность рабочих мест до 160. Важно отметить, что основной костяк составил бывший коллектив МКК, ведь среди мотиваций эффективной трудовой деятельности не только зарплата, но и комфортная атмосфера. Всем известно, что проектирование комбината шло на очень высоком техническом уровне. Размещение цехов, оборудования, вспомогательных служб осуществлено компактно, технически продуманно. Здесь поработали инженеры-профессионалы, в том числе и иностранцы. Оборудование предприятия, конечно, было устаревшим. Очень много было обновлений, кропотливой работы, чтобы минимальными средствами решать большие задачи, произвести реконструкцию предприятия и обеспечить приток денег. Были проложены совершенно новые линии по тому же, на том же месте, где была дорога раньше. Восстановлена система отопления, система водоснабжения. Наружный водопровод был полностью выведен из строя. Мы это все решили, вопросы. Мы восстановили паропровод, который из котельной притягивался в производственный цех. Изоляция была очень изношена и не отвечала никаким требованиям. Мы поменяли теплоизоляцию. Сегодня мы имеем очень хорошие результаты. Сегодня завод выпускает в месяц 1000-1200 тонн продукции. Проектная же мощность позволяет довести объемы производства до 5000 тонн. При разумном подходе завод имеет все шансы стать ведущим предприятием России. По ряду видов продукции Сибайский завод буровых реагентов будет единственным производителем в стране. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.